Попрошу доложить, что у нас по вчерашним работам, которые проводились на подстанции Сухум, что сделано, потому что, несмотря на то, что фактически какая-то часть работ была завершена, часть города все-таки была без света, постоянно отключалась. Вы скажите, пожалуйста, что на сегодня у нас, как мы будем стабилизировать эту ситуацию и какие результаты? Подали напряжение на Яштуху, Сухумский район. Вот этот участок города Сухум в районе стадиона, который за центральным рынком, да, вот сегодня работы продолжаются, Тимур Иванович, наверное, более подробно расскажет. Ему удалось вот в эти секционные дома, многоэтажки, по другой схеме немножко, вот недавно запитать. Это еще не по той схеме, как он, в принципе, должен подаваться из Сухум-1. Это Тимур Иванович выход нашел с учетом того, что люди 3 дня сидят без света. Вчера мы сидели долго и хотели спланировать график отключений, чтобы людям было понятно, да, когда не будет света, но в такой ситуации, да, мы посмотрели по нагрузкам, во всем другим моментам, да, получилось бы у нас так, что помимо этого графика не то что риск, а наверняка пришлось бы из-за увеличения нагрузок и вне графика отключать людей. Поэтому посмотрим, как ситуация будет эти дни развиваться, но на сегодняшний день мы отключаем там, где нагрузки резко увеличиваются. Резкое увеличение нагрузок – это многие факторы. Да? Один из них, наверное, то, что люди 3 дня сидели без света, и сейчас стараются там обогреться и так далее. Это естественные нагрузки. Те федера, даже которые мы сегодня успели восстановить и сделали, мы идем отключение, подаем электроэнергию по графику. Значит, по ситуации, если идет перегруз, мы начинаем отключать там по очередности какие-то федера, и люди обратно оказываются без напряжения. Естественно, это недовольство, естественно, это обращение. Но вчера мы восстановили фидер, который снабжает электроэнергией район Колоса, многоэтажки, и верхнюю часть за Колосом, в этот гору. Буквально поработав немного, у нас кабель просто вышел из строя. И обратно люди вынуждены были сидеть без напряжения, хотя у них практически 3 суток не было света. С утра, естественно, сейчас организована бригада. Я думаю, после обеда мы эту проблему решим. Что касается тех многоэтажек, о которых мы говорили, обратно же пришлось ограничить какую-то часть, чтобы запитать этих людей, дать им напряжение. Значит, по фидеру, который снабжает этот данный район, о котором я говорю, нами работы проведены, остались регулировочные моменты. Там сам выключатель на Сухуме-1 надо отрегулировать. С утра мы уже провели испытание кабельной линии. Я думаю, тоже в скором времени мы подадим туда электроэнергию. Но график в любом случае остается. Более того, как сказал Михаил Валерьевич, в силу того, что перегружаться начали трансформаторы на Сухуме-2, и там пришлось частично вводить ограничения, чтобы не повторилась ситуация, как на Сухуме-1. Но ситуация на сегодняшний день довольно-таки сложная. Сложная, и пока вопрос с трансформатором не будет решен, мы не ведем его в работу, ситуация будет оставаться такой. Скажите, пожалуйста, у СОЭС, у Черноморэнерго есть техническая возможность разграничить потребителей по категориям для того, чтобы максимально подать свет людям? Приоритетом для государства в первую очередь люди должны иметь возможность пользоваться электроэнергией. Это обычная норма, и мы не должны это переводить в плоскость того, что это большое достижение. Это норма, которая должна быть. И у людей должна быть электроэнергия круглосуточно. Такая задача у нас с вами есть. Если мы не сможем с ней справиться, это наша вина. А у нас есть возможность этот вопрос решить. Поэтому просьба очень предметно отнестись к этому вопросу. Другой задачи сейчас нет. Не должно быть никаких звонков, и таких звонков к вам не поступает относительно того, что кого-то можно отключать, кого-то нет. Руководство республики, я абсолютно уверена в том, что никаких приоритетов для себя не делает в этом вопросе. Есть установка, и установка однозначная. Отключать всех без исключения. Кто бы где ни работал и какими преимуществами не обладал бы, и имеет ли не имеет административный ресурс, здесь не имеет абсолютно никакого значения. Вчера был рейд, вчера там отключили ребята с энергосбыта по 20, по 30, по 40 штук. Действительно ключевой момент, что когда мы стали закрывать крупных, все разошлось по домам. Да, есть моменты, которыми не владеют правоохранительные службы, и мы будем, безусловно, Саид Тенгизович, мы отработаем этот механизм,
Даурий Асович, в постоянном режиме будем делиться. Но есть моменты, которые вне нашей компетенции. Мы не можем зайти в жилое здание, мы не можем зайти еще куда-то. Но при каждом вашем рейде, при всех наших сложностях, мы обеспечим вас специалистом, который умеет работать на проводах. Аналогично городу Сухум мероприятия должны проводиться по всей республике, по всем регионам. Сейчас все силы брошены на город Сухум, но это абсолютно не означает, что остальные регионы остаются без внимания. Знаю тяжелый период, и он будет продолжаться, наверное, не одну, не две недели. Зима будет тяжелая, поэтому надо, соответственно, работать на опережение. Просьба дать соответствующее поручение всем районным филиалам, оценить обстановку и дать рекомендации по выработке мер предупреждающего характера. До конца недели ждем от вас информацию, что все эти мероприятия были проведены и даны соответствующие заключения. Давайте вырабатывать конкретные меры воздействия по, значит, неплательщикам. Эта работа должна проводиться при любых обстоятельствах. Динамика, она хоть и есть, но она совершенно небольшая и низкая по сравнению с предыдущими годами. Ну, задача на самом деле стоит очень жестко, особенно по физическим лицам. Она объясняется многими факторами. Один из главных факторов – это просто необеспеченность приборами учета жителей и наших абонентов. При обеспечении приборами учета наших абонентов появится возможность, во-первых, снизить нагрузки, во-вторых, увеличить сборы в разы. В этом направлении мы движемся. Я думаю, что какие-то изменения будут, и мы сможем изменить в корне эту проблему. Есть ли какая-то у вас, на мой взгляд, позиция относительно того, как обеспечить приборами учета такую категорию потребителей? Потому что большинство юридических лиц, согласно вашей статистике, имеют приборы учета, но индивидуальных предпринимателей, которые занимаются, значит, хозяйственной деятельностью, в том числе и в туристической сфере, и в другой, которые занимаются производством в том числе, необходимо проводить такую работу. Определите, какие должны быть условия для разрешения данной ситуации, но приборы учета у такой категории потребителей должна быть в обязательном порядке. Сейчас, в данный момент, все упирается, к сожалению, в финансовое состояние нашей организации, но это основная задача, как мы ее понимаем, и в этом направлении будем работать и работаем.